Чтобы обсудить возможность внедрения в республике всемирной инициативы в области грудного вскармливания и всемирной инициативы в отношении затрат на грудное вскармливание, за круглым столом собрались медики со всех районов республики. Данная тема особенно актуальна в наше время, а о пользе естественного вскармливания во всем мире говорят все больше и чаще. Нужно сказать, что правильное, полноценное питание детей грудного возраста и детей раннего возраста напрямую определяет будущее здоровье детей, как физическое, так и умственное развитие. Поэтому в мире так серьезно относятся к этому вопросу. Правильное полноценное питание детей раннего возраста, оно прежде всего подразумевает грудное вскармливание. Не так давно специалисты из Абхазии приняли участие в региональном семинаре на тему «Оптимальное кормление детей грудного и раннего возраста в Европе и Центральной Азии», прошедшем в Сербии под эгидой ЮНИСЕФ. За круглым столом они рассказали об итогах этой поездки, в частности о своем мнении по поводу глобальных разработок и изменений в вопросах прикорма, а также пользе грудного вскармливания. ВОЗ рекомендует питание грудным молоком долгосрочное, до 2 лет и более. Считается, что долгосрочное грудное вскармливание дает долгосрочные эффекты. Говоря о полезности грудного вскармливания, нужно сказать, оно полезно как для детского организма, так и для матери. Смертность детей, находящихся на грудном вскармливании, в 14 раз меньше, чем смертность у детей, находящихся на искусственном вскармливании. За круглым столом также был затронут вопрос иммунизации детей в Абхазии. По этому направлению с 2018 года в республике ведется активная подготовительная работа, в рамках которой организован ряд исследований для выявления причин, препятствующих иммунизации. Основная цель – донести до населения, в частности до родителей, важную информацию по иммунизации. Последний год неплохо проводится иммунизация, но оставляет желать лучшего. Сегодняшним нашим мероприятием хотим разработать, вернее, она разработана, хотим поделиться и обсудить эту стратегию со всеми врачами, занимающими руководящую должность, для того, чтобы эту программу пропустить в работу. По словам участников круглого стола, мероприятия такого формата будут продолжены, так как их главная цель – достижение видимых результатов в вопросах педиатрии, охраны материнства и детства. Гугуца Варданя, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.